Ранее американцы сказали, что замораживают подготовку встречи лидеров стран Большой Восьмерки в Сочи, что планировалось на июнь. Мол, бойкот России, не о чем с ней разговаривать. Но если так, зачем Обама все это время позванивает Путину, да еще чуть ли не часами разговаривает с ним? 1 марта, например, разговор длился аж 90 минут. Вот и 7 марта звонил. Говорили в январе, феврале. А Обама все сидел и сидел. Допускаю, что это совпадение. Но ведь и объективно собеседник у него непростой. По опубликованным в пятницу опросам, сами американцы считают Путина куда более крепким лидером, чем Обаму. Это видно на диаграммах. Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. И уж не знаю, совпадение ли, но вот позвонил Обама Путину 21 января. Наверное, опять пытался как-то давить. А на следующий день, буквально 22 января, в официальном печатном органе правительства России появляется статья, где вполне доходчиво разжевывается, как работает наша система гарантированного ядерного возмездия «Периметр». В США ее прозвали «Dead Hand» – «Мертвая рука». Вообще советую почитать. Суть в том, что даже если люди во всех наших командных пунктах после вражеской атомной атаки замолчат, неуязвимая система автоматически отправит в полет наши стратегические ракеты из шахт и из подводных лодок в правильном направлении. Найдите сами, это публикация на сайте российской газеты от 22 января. Крайне интересно. Система «Периметр». В поиске.